В Северной Осетии завершилась акция «Добровольцы детям». Позади 2 месяца переживаний, выезды в самые разные уголки республики и за ее пределы. В больницы Владикавказа и Цхинвала, детские дома, центры реабилитации, лагеря. Всюду дети, чья вера в добро не иссякла, даже несмотря на то, что в столь юном возрасте некоторым довелось испытать ужасы войны. Это было легко, это мое, поэтому, в принципе, сложного ничего не было, особо сложного ничего не было. Дети везде есть дети. То есть, вот мы играли в Томиске с беженцами с Украины, с детьми. Дети ведут себя везде одинаково. То есть, вот, что в Цхинвале, что в Томиске, что где угодно, они ведут себя одинаково. Дети есть дети, поэтому я как-то не разделяю. Это вот те дети, это лучше, это хуже, они все ведут себя одинаково. Поэтому для меня это все очень легко. Незабываемые встречи с детьми, чтобы каждый ребенок с непростой судьбой почувствовал, что в мире есть доброта, поддержка близких и друзей. Те детки, которым мы сегодня уже помогли, а их у нас 14 человек, и замечательный фонд «Быть добру» начал и продолжает это дело. А ведь это молодые люди. Как здорово, что сегодня в их сердцах есть вот такая потребность, есть такой посыл. Я сегодня горда тем, что я причастна была к этой акции. Я горда тем, что у нас есть неравнодушные люди. И я горда тем, что сегодня мы все вместе можем и сможем и будем помогать тем, кому сегодня нелегко. Потому что дети – это наше будущее не просто так. Я как мама знаю, что такое больной ребенок. И я как мама знаю, что такое помощь. Я знаю, что такое просто помощь не обязательно средствами, но даже добрым словом. На заключительном концерте-марафоне «Добровольцы детям» в Осетинском театре собрались единомышленники, представители органов власти, певцы, врачи, волонтеры, работники телевидения. Они не хвастают тем, что сделали, а считают добрые отношения нормой жизни. Дай Бог, чтобы дальше мы могли помогать также детям. И те улыбки, которые остались и есть на устах наших детей, это для нас самая большая награда. 4 часа и около 50 участников, не считая тех, чей труд остался за пределами сцены. Это волонтеры, звуковики, операторы, режиссеры, спонсоры. Каждый из них пришел с одной целью – подарить детям радость. Вот когда у людей станет вот таким же обычным поступком, как, пойти на работу, получить зарплату, пожертвовать часть денег, хотя бы незначительную, на тех, кто нуждается в помощи. И делать это так, как нас, в первую очередь, наша совесть нам позволяет, да, делать это может быть, даже не столько на показ, сколько вот для, так скажем, для своей души, да, потому что, наверное, смысл благотворительности – это все-таки результат, а не какая-то вот публичность. Во время марафона было собрано около 100 тысяч рублей. Все пожертвования, поступившие на счет фонда «Быть добру», будут распределены среди детей, которые так нуждаются в нашей помощи. Во все времена голубь был символом добра и мира. Сегодня самые младшие участники акции «Добровольцы детям» запустили в небо белых голубей в знак мира и согласия на осетинской земле. Можно с уверенностью говорить, что волонтерское движение в Северной Осетии набирает силу. На этом миссия организаторов акции «Добровольцы детям» не заканчивается. Впереди новые встречи с детьми. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.